Представляет независимое телевидение Таджикистана. Кто сказал, что жизнь — это женщина? У жизни мужские поступки и нрав. И тот, кто считает, что она переменчива, боль горда как дар, не сможет принять. Фильм по сценарию Зиявуддина Нурзода и Камариддина Мирзоева. Режиссер-постановщик Мухаммад Раби Исмаил. Оператор-постановщик Зайнул Лобедин Фони. Да-да-да, жизнь полна боли и радости. Например, я 3 дня назад умер, снова воскрес. Еще не утихла моя боль, но сегодня, слава богу, жив. Но такова наша сущность. В самые трудные моменты жизни мы говорим, что если мы освободимся от этого, то тогда... порой сами не знаем, что жизнь не состоит из частичек печали. В главной роли Ибрагим Раджабов. Ошибка. И этой ночью не смог нормально спать. Сильная боль сдавила грудь, и я непрерывно кашлял. Сайот. Ты снова воду пьешь? Посмотри на себя в зеркало. На кого ты похож стал? Сколько раз я тебе говорил, чтоб ты обязательно сходил к какому-нибудь врачу, а ты все время по своим делам бегаешь. Ну, на этот раз где болит? Живот скрутило. Сайот, Сайот. Ладно, иди ложись. Завтра я тебя сам к врачу отвезу. Хорошо, Акаджан? Спокойной ночи. Тебе также, Акаджан. По сути, я давно привык к его характеру. Бедный постоянно меня предупреждает, чтобы я не пил холодную воду. Он думает обо мне, и я... Ну, я виноват во всем сам, наверное. Иногда, когда мне легче, я вспоминаю о ней. Это фотография моей однокурсницы Мичгоны. Это самая красивая девушка в нашей группе, ну и на свете, которая всегда возле меня. Она мне очень нравится. Хочу, чтобы она стала моей спутницей жизни навсегда. Ну, не знаю, согласится ли.
Знаешь, ты половинка моего ребра, цветок, который навсегда со мной. Ты половинка, милая моя. Где б я не был, я всегда с тобою. Интересно, сегодня ты о любви стихи читаешь? Ты влюбился, что ли? Да. 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 Самую красивую девушку на свете, которая навсегда со мной. Как интересно. А я ее знаю? Конечно. Да? Безусловно. Тогда где же она? Вот. Она стоит напротив меня. Мичкон, знаешь, я люблю тебя. До сих пор, все время я мечтал сказать тебе об этом, но не решался. А вот теперь говорю. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты с ума сошел? Дурачок, у тебя в городе даже нет своей квартиры. Ты сам у брата квартирантом числишься. И куда же ты меня приведешь? Я мечтаю о ней, она мечтает о квартире. Но все равно надо как-то серьезно с ней об этом поговорить. Обязательно. А? Такой здоровый парень. Болеть задумал. Не стыдно тебе? А? Не дыши. Дыши. Не дыши. 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 Не дыши. Ну все, закончил. Да ничего, немного простудился. Медсестра, отведите больного в лабораторное отделение, его нужно хорошенько обследовать. Хорошо, доктор. Доктор, все в порядке? Все нормально. А, кстати, доктор, вот моя визитка с номером телефона. Тогда я на улице буду ждать ответа. Ну, результатов. Минуточку, пожалуйста, постойте. Поменяйте одежду пока. Да, заходите. Здравствуйте, доктор. Так, вот эта история болезни Раджабова? Да, это история болезни больного Раджабова. Все результаты анализов внутри. Спасибо. Не стоит.
Ну что? Сказали подождать. Да, алло. Зайдите ко мне, пожалуйста, и если можно, побыстрее. Это врач. Ты пока подожди, я сейчас приду. Хорошо, Колян? Ну как, доктор, все в порядке? Понимаете, в чем дело? К сожалению, у меня плохая новость. Результаты исследования показывают, что ваш брат обречен. У него выявлен рак. Что? Рак? Доктор, вы что говорите? Какой рак? Да он же молодой совсем. Доктор, ну неужели нет никакого способа излечения? О, Господи! Что ж это за день такой проклятый? Это какое? Как мне теперь жить без тебя? Прошу вас, успокойтесь. Успокойтесь, пожалуйста. Доктор, неужели нет никакого способа излечения? Успокойтесь, пожалуйста. Прошу вас, успокойтесь. Прошу вас, успокойтесь. Ну неужели нет никакого способа его вылечить? К сожалению, никто до сих пор не нашел способа излечения от рака. О боже. Что я? Почему я? Боже, а что я сделал? Почему именно я? Господи. Я ничего не успел увидеть, Господи. Почему у меня эта болезнь? Я ничего не успел сделать. Мичкона. Мичкона. Мичконочка. Я тебя... Ты не будешь со... Я не буду со своими друзьями. Почему у меня такая судьба? Почему у меня такая судьба?
Почему вы так долго? А что врач сказал? Да ничего особенного. Ты немного простыл, нужно полечиться. А я уже подумал, что... Нет, ты что, Сайот, выброси с головы. Врач сказал, полежать 10-15 дней в больнице, и все будет в порядке. Тогда пойдем. Я немного проголодался. Ты голоден? Почему раньше мне об этом не сказал? Пошли быстрее! Куда мы идем? Где-нибудь пообедаем, потом поедем домой. Ну вот здесь бы купили самбусу и хватит. Нет, мы с тобой пойдем в какой-нибудь ресторан. Ресторан? Что, нельзя? У вас деньги есть? Ты еще спрашиваешь? Да сколько хочешь! Покажен. Я хочу выпить немного холодной воды. Воды? Сейчас, как только дойдем до ресторана, я для тебя закажу ледяную воду. Как это так? Вчера же вы ругали меня за то, что я пью холодную воду. Сайот, я больше тебя никогда не буду ругать. А? До самой смерти? Эх, Ака, мой милый брат. Не надо так себя мучить. Да без этого ресторана и других вещей я все равно люблю тебя. Мой любимый брат. Да то, что я сейчас чувствую, кто не был на моем месте, тот меня никогда не поймет. А теперь нужно смириться со своей судьбой, и я больше не боюсь смерти. Я больше не боюсь смерти. Я больше не боюсь смерти. Аслан, чӣ ҷои тарс? пеши очаҷонам мерам. Схожу к своей маме. Расскажу там о жизни живых.
Здравствуй, мамочка. Я пришел к тебе. Я пришел к тебе. Я уговорил брата, чтобы лечь в больницу через 3 дня, а сам пошел в институт, как будто на занятия. А на самом деле, чтобы попрощаться со своими одногруппниками. Но как только я с ними встретился взглядом, слезы сами скатились с моих глаз. Хотел за эти дни в волю нахохотаться, но... Что за смех сквозь слезы? Если честно, даже занятия были для меня просто предлогом, потому что у меня была другая цель. Как можно скорее увидеться с Мичгоной. Как можно быстрее увидеться с Мичгоной и поговорить с ней всерьез. یک چشمی من از درد جدایی بگیریست چشمی دیگرم بخیل گشت و نگیریست چون روزی وصال رسید آن را بستم با تو چی شد؟ Ты что, болен? Может быть, ты хочешь уйти с занятий? Иди, если хочешь.
Не знаю. Мичгона не было на лекции. Да, наверное, поэтому он и ушел. چشمی دیگرم Мичгон, а почему тебя на лекциях не было? Отцу что-то не здоровится. С утра в больницу отвезли, а теперь анализы ждем. А с тобой-то что? Почему ты такой бледный? Ты к врачу ходил? Да. И что он сказал? Да ничего особенного. Просто простыл немного. Пошли, я хочу тебе кое-что сказать. Мичгона. Медони. Мичгон, знаешь, меня хотят женить. Что? Хечис. Ничего, говорят. Женим тебя. Хорошо. На свадьбе погуляем? Откуда невеста, значит? Арус. Невеста? Ну, невесты пока нет. Лекин. Но нужно найти такую, чтоб не просила о квартире. Сайот, ну я же пошутила, ну. Ладно, пошли. На медона. Не знаю, как вы меня оцените, Лекин мехостам. но я хотел жениться на Мичгоне до того, Мичгона дарагна юфтабо у. как она узнает о моей болезни. Женится. Besos, es que me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar. Necesito tenerte aquí, junto a mí. Sin tu amor. Потому что я хочу жить только ради нее, до наступления последнего часа. Так ты живешь в этом доме? Да, вон на том этаже. Ладно, Сайот, я пошла. Пока. Мичгона, пожалуйста, посидим немного. Сайот, мне уже поздно. Пожалуйста. Прошу тебя. Ну, Сайот, мне поздно уже, ну. Мичгона, ты согласна выйти за меня замуж? Прошу тебя, Сайот. Хватит, Сайот, Сайот. Брат обещал мне. Брат обещал мне, что купит прошу квартиру. тебя, хватит, ну. Прошу тебя, Сайот. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Хватит, Сайот, ну. Только не говори нет. Пожалуйста. Сжалься надо мной. Серьезно. Я умру тогда. Сайот. Ладно, я согласна.
Да, я слушаю. Алло. Да-да, я слушаю. Сайот? Да, Акаджан. Прошу тебя, приходи ко мне на работу. Все нормально, Ака? Хочу с тобой посоветоваться. Ака, я уже около дома. Сначала туда зайду, потом к тебе, ладно? Ладно, я буду ждать. А, братишка, ну наконец-то ты пришел. Здравствуй. Здравствуй. Ну как ты себя чувствуешь? Все нормально? Пойдет. Сайот, мы хотим тебя положить в 10-й корпус. 10-й корпус? Да. Но, Акаджон, насколько я знаю, там лежат только больные раком. Но у меня же другой диагноз. Да-да, Сайот. У тебя другая болезнь. Но там работает мой знакомый врач. За 2 дня он тебя полностью вылечит. Но если ты не хочешь, это дело твое. Акаджон, как вы считаете нужным, пусть так и будет. Ладно. Ну как? Как твои занятия? Пойдет. Мой сыночек уснул? Да, лег здесь и уснул. Вот сорванец. Ака, я жениться хочу. Жениться хочешь? Ну ладно. Как только выйдешь из больницы, к свадьбе будем готовиться. Но у невесты одно условие. Она хочет, чтобы у меня была своя собственная квартира в городе. Ничего, Сайот. Я для тебя найду не одну, а 10 квартир. Да неужели я не могу сделать для своего братишки что-то по-настоящему? Ты только не огорчайся. Слышишь? Не огорчайся! Рахмат, Акаджон. Больно ласковый стал. Вставай. Вставай, сыночек. Наш папа собрался квартиру покупать. Что ты так разоралась? В последнее время ваша щедрость все границы переступает. Ты давай не перегибай и не шумей. Как же, преувеличиваю. Сначала вспомни, как ты вел себя последнее время, а потом сделай выводы. Квартира еще будет покупать. Прошу тебя, успокойся! Успокойся. Как же здесь успокоишься? Даже слепой видит, как ты нянчишься со своим братишкой. Любые прихоти его исполняешь. Может, мы с детьми тебе надоели? Последнее время не уделяешь внимания ни мне, ни детям. Еще обещал квартиру ему купить. И не одну, а 10. Нет, больше я этого терпеть не могу. Или я, или твой братишка. Заткнись! Да как ты не понимаешь? На все, что я делаю, есть свои причины. Квартира. Да может быть, это последнее желание моего брата при жизни. А ты, вместо того, чтобы меня поддержать, сыпешь мне соль на рану. Как это? Самое последнее желание братишки при жизни. Да так.
Я ходил с Сайодом к врачу. Ты знаешь, что у него нашли? Рак. Да может быть, это последнее, что он сейчас видит. Последнее, ты понимаешь? А ты из-за этой несчастной квартиры скандалишь. Эх ты! Все, завязали. Сайод, возьми документы и ключи от машины. Мы с Сайодом уезжаем в гости к моему другу. Может быть, вернемся поздно. Нас не жди. Сайодик, твоя постель застелена. Можешь потом прийти, спокойно поспать. Только быстрее возвращайтесь. Погода изменилась. Вот и дождь пошел. А помните, как вместе однажды, после сильного дождя, пошли в горы дрова собирать? И получилось так, что вы спасли мою жизнь, чуть не потеряв свою. Сайод, поверни сюда. Уже поздно, нет, не поедем к другу. Постоим на свежем воздухе здесь, под дождем. А потом поедем домой. Акаджон! Акаджон! Я знаю обо всем, Ака. Ты знаешь? Клянусь, я продам свою машину, дом, все продам, но спасу тебя. Братишка, любимый. Я так не хочу умирать, Ака. Братишка, вставай. Вставай, пойдем домой. Пойдем, братишка.
Нет, вы обязательно скоро вылечитесь. Может быть, даже я вас скоро выпишу. Здравствуйте. Здравствуйте. Молодой человек, сюда нельзя заходить. Хотя бы взял больничный халат, накинул бы на себя. Доктор, это Сайот, ваш больной. Ах, да, извини. Я здесь человек новый. Только 2-3 дня как работаю. Профессор Давронов. А я Сайот. Доктор, пожалуйста, обследуйте меня сами. Обязательно посмотрю. Ладно, дядя, я к вам потом зайду. Этот парень Раджабов? Молодой человек, вы свободны. Идите, отдыхайте. Скажите, пожалуйста, он один? Да, тебя ждет. Извините, девушка. Это все от слабых нервов. Да вот взять хотя бы этих неграмотных врачей, вот хотя бы один этот. Может, от своей безграмотности показывать себя таким умным. Я поверил ему, целый час он меня здесь держал. Он не понял, что делать, и выпустил. Вы меня простите, я... Ничего, берегите свои нервы, они вам еще пригодятся. А этот неграмотный человек – мой отец. Как ваш отец? Это ваш отец? Не стоит извиняться, я хорошо вас понимаю. А теперь разрешите пройти? Нет, вы передадите ему все мои слова. Как будто бы у меня больше других дел нету. Прошу вас, немного посидеть со мной. Минуточку, вот прошу вас. Не трогайте меня. Милая девушка, прошу вас, идите сюда. О, Господи. Извините меня. Ну что вы хотите от меня? Не знаю. Но я же сказала, что не скажу отцу. Ну вы как маленький ребенок. Правда? Ну, конечно. Я могу в это верить? Да. А почему вы смеетесь? Да нет, я о своем. Я не над вами смеюсь. Что подумает отец, увидев меня с незнакомым парнем? Поверьте мне, он ничего не скажет. Откуда вы знаете? Потому что нет вреда от будущих трупов. Не поняла. Я сегодня есть, а завтра нет. Так как мне остались считанные дни, я не создам ни для вас, ни для отца никаких проблем. Не отчаивайтесь. Вы обязательно поправитесь. Если хотите, я сама с отцом поговорю. Как вас зовут? Меня зовут Сайот. Красивое имя, а я Наргиз. Ладно, Сайот, я пойду. Но запомните, только слабые жалуются на судьбу. Настоящий мужчина должен в любой ситуации держать себя в руках. Зайдите ко мне.
Можно к вам? Да. Здравствуйте. Сколько у вас больных по фамилии Раджабов? 2. Тогда... Раджабову Сайоду сколько лет? Он молодой. Он молодой, так. Тогда сколько лет этому Раджабову? Вы ошибку допустили. Эту ошибку, которую вы допустили, нельзя простить. Вы свободны. Здравствуйте, Сайод. Наргиз, здравствуйте. А знаете, Сайод, вчера вечером я говорила с отцом насчет вас. И о чем вы говорили? О вашем диагнозе. И он даже удивился, откуда я вас знаю. А потом? А потом я рассказала, как мы познакомились. Он сильно злился? Да нет, он разумный, современный человек. Наргиз, знаете, может быть, не надо было. Мой диагноз и так известен. Вы ошибаетесь, Сайод. Что? Вы ошибаетесь. Отец сказал, что... Что он сказал, Наргиз? Что он сказал? Что он сказал? Подождите, дайте сказать. Что вы так спешите? Сначала скажите, что мне будет, если я вас обрадую? Что хочешь? Что пожелаешь, Наргиз? Например... Свою жизнь, свою душу. Да все, что хочешь в этой жизни. Только что он сказал? Ну ладно, скажу. Вам неправильно поставили диагноз. Вообще-то, у вас тяжелая форма воспаления легких. Что? И симптомы чем-то похожи на раковое образование.
Нет. Да, Сайот, да! Господи. Сайот! Сайот, Возьмите себя в руки. Сайот. Жизнь продолжается. Sayot! Akecho! А? Сайот? Здравствуйте, дядя. Здравствуйте, как вы? Спасибо. Как самочувствие? Вы себя уже лучше чувствуете? Так себе. Знаете, дядя, оказывается, врачи неправильно меня обследовали. Ну, слава богу. Давронов хороший врач, но... Дядя, а Мичгона приходила навестить вас? Нет, сколько уже не навещала меня. Наверное, у нее начались экзамены. Если придет, пусть ко мне зайдет. Я хочу ей сказать кое-что. Ладно, передам. Ладно, дядя, выздоравливайте. کی دریش گریفتار شدی خیز حالی منی دل خسته خبردار شدی این زمان از دل خونی جگران می آیی از سینانی میشه سر دل افکار شدی خوب شد خوب کی دریش گریفتار شدی خوب شد خوب کی دریش گریفتار شدی از خمی کاکوی مشکی زده سوداق از سرت باقی از روزی سیاهم و شبی کار شدی باقی از روزی سیاهم و شبی کار شدی تلخامی خودت بینو زیما یاد آمد وقتی که از آن منی شکر بار شدی
Стихотворение поэта Бозора Сабира «Ты моя половина». Ты выросла из моего ребра, цветок, который... А можно еще раз? Ты выросла из моего ребра, цветок, который навсегда со мною. Пожалуйста, минутку. Почему вы смеетесь? Извините, больше не повторится. Надо слушать, а не смеяться. Садитесь на место. Мичгона. Наргиз? Наргиз, знаешь, как я люблю Мичгону? Но почему она не приходит ко мне? Может, у нее неотложные дела? Но почему она не приходит ко мне? Сайот, но почему вы не знаете себе цену? Ведь она уже показала свою суть. От таких людей преданности не ждут. Не, Наргиз. Нельзя делать такие выводы о тех, кого совсем не знаешь. Это неправильно. Ну, ваша воля. А, Сайот, все в облаках витаешь? Здравствуйте, Акадзён. Сегодня отпросился с работы. Думаю, дай навещу тебя пораньше. Как вы? Как дела? Как племянники? Они скучают по тебе. Ну, все у тебя в порядке? Спасибо, неплохо. По дороге видел врача. Да, завтра ведь у меня операция. Да, тебя оперируют. Только ты, Сайот, не волнуйся. Все будет хорошо. Давронов врач хороший. Как только удачно закончится операция, ты поправишься, сыграем свадьбу. Сайот, мне кажется, ты любишь Наргиз, а? Давроновы хорошая семья. Ака, я люблю другую. Что ты сказал? Я люблю другую девушку. Как другую? Как это другую? Я же видел вас вместе. Что это значило? Это было лишь мгновение. Хотя и мгновение, мы с ее отцом видели вас. Да я даже сам не понял, как это случилось. Не понял, видите ли. Сайот. Человек не должен быть таким неблагодарным. Слышишь? Впрочем, сам знаешь. Ака!
Здравствуй, Сают. Мичкона? Здравствуй. Ты пришла? Знаешь, меня... Да, знаю. Мне отец все рассказал. Хорошо, что ты пришла перед операцией. Кто знает, что нас ждет впереди. Иди сюда. Идем, садись. Нет, мы уходим. Что? Мы уходим. Вы? Да, мы. Его Умет зовут. Он сын наших знакомых. Мы с детства помолвлены. Недавно он вернулся с-за границы. Вот, возьми. Это пригласительный на нашу свадьбу. Какая свадьба? Мичгона? Мичгона, какая такая свадьба? Мичгона... Ты же знаешь, я и ты, мы... Прошу тебя, Сайот! Ты же знаешь, здоровье у папы ухудшилось. Поэтому мама решила, что так будет лучше. Если сможешь, приходи с однокурсниками. Ладно. Но если я не смогу прийти... Извини. Ты прекрасно знаешь мое положение. После ухода Мичгона меня мучил только один вопрос. Все это время я хотел выжить только ради нее. А сейчас? Ради чего мне жить? Для меня, который в жизни не пережил ничего прекраснее этого чувства. Каждое слово, смех, улыбка. Каждый каприз и движение Мичгоны было любовью. Понимаете? Любовью. همه دنیا از عشق من میگفتن فدات بشم چطور خبر نداشتی تو جاده ها شقایقا شکفتن تو خوب من قصد سفر نداشتی در شب پر ستاره به آسمون نگاه کن به اون ستاره غم اسم منو صدا کن هر جا گل خشکی بود بو کن شاید اون منم بوی عطر تو داره شکست جون و تنم همه دنیا از عشق من میگفتن فدات بشم چطور خبر نداشتی بهار اومد همه گلها رویدن پروانه ها به عشق هم رسیدن خورشید و ماه و دنیا هرگز تو را کنار من ندیدم در شب پر ستاره به آسمون نگاه کن به اون ستاره غم اسم منو صدا کن تو قطره های بارون اگه نوازشی هست حضور بگیرون منم باسم آرامشی هست در شب پر ستاره
منو صدا کن هر جا گل خشکی بود بو کن شاید اون منم بوی عطر تو داره شکست جون و تنم. Да. Да, это я. Что? Да, я сейчас буду. Ладно. Иди, принеси мой пиджак. Что-то случилось, папа? Да. Там. Сайот. Сайот, я хотела тебе сказать, что я тебя люблю. И что бы ни случилось, Сайот, я всегда буду с тобой, рядом. Наргиз, ты знаешь... Я жениться хочу. Наргиз, ну почему она не приходит ко мне? Знаешь, как я люблю Мичгону?
Здравствуйте, Сайот. А, Наргиз? Пришла? Идем, садись. Все прошло благополучно. Слава Богу. Сайот, вы потеряли одну вещь. Я хотела бы вам ее вернуть. Сайот, все, что я вам говорила, прошу вас забыть. И прошу простить мою глупость. Сайот, я просто хотела бы видеть вас счастливым. Наргиз, ты еще многого не знаешь. Что именно, Сайот? Что сегодня я приглашен на свадьбу. Свадьба? Чья свадьба? На свадьбу Мичгоны. Если ты хочешь, пойдем вместе. Наргиз, можешь быть спокойной. Все будет хорошо. Ну-ка, мои ребята, вот и дядька ваш вернулся. Он так вырос. Все хорошо. Здравствуй, здравствуй. Жена, давай встречай гостя. Здравствуй, Сиенга. Сайот? Ой. Сайодик. Ой. Ой, я сейчас. Отец, подержи. На-ка. Быстрее, быстрее давай. Добро пожаловать домой. Меня выписали из больницы. Моя рана заживает. Брат сдержал свое слово, постарался воплотить в жизнь все мои мечты и сделать меня по-настоящему счастливым. Наша кровная привязанность так похожа на могучее старое дерево, которому дороги каждая веточка, каждый листочек. После того, как я прошел через все запутанные улочки своей жизни, из-за одной ошибки понял, насколько мы дороги друг другу. Да, забыл сказать, я ведь женился. Знаете, кто невеста? Да-да, та самая Наргиз, которую выбрал для меня мой брат, девушка моей мечты. Наргиз, дай сюда антенну. Иди, посмотри, показывает. А так показывает? Нет, не показывает.
Нет? Нет. А сейчас как? Да нет, не показывает. Что еще нужно для счастья одного человека? Вы думаете, что я бабник? Нет, ошибаетесь. Я же не изменил своей первой любви. Мичкона, Мичкона, Мичкона. Она в погоне за своими прихотями забыла, что в жизни бывают такие крутые повороты. Но надо это все забыть. Ведь жизнь так прекрасна. Любите ее и вы. С наилучшими пожеланиями ко всем вам, Сайот. Фильм дублирован по заказу независимого телевидения Таджикистана творческой группой Fire Room. Авторы перевода Манижа Курбанова и Антон Родин. Роли озвучивали Алексей Румянцев и Елена Князева.